Welcome everybody to this side Я event. хочу поприветствовать всех на этом параллельном мероприятии, где мы будем обсуждать влияние вооруженной агрессии России против Украины и влияние непосредственно на коренные народы. Меня зовут Оливер Лоды, я буду выступать модератором данного сайд-ивента. Я работаю с 2009 года с коренными народами России, а с 2000 I'm currently heading Uralic Center in Estonia. Can everybody hear me? Сейчас я представляю НПО Уралик Центр Эстония. И сначала я бы хотел определить контекст сегодняшней темы в рамках мандата постоянного форума. И понятно, что агрессия России против Украины негативно, даже экзистенциально влияет на коренные народы Украины во всех сферах мандата форума, также народы России. Это экономическое, социальное развитие, культура, окружающая среда, образование, здравоохранение и права человека. То есть мы тут говорим о том, что влияние войны тотальное, ни одна сфера жизни не остается нетронутой. И я бы хотел напомнить, что форумом был создан ЭКОСОС, чтобы, в частности, способствовать соблюдению полному применению положений Декларации ООН о правах коренных народов. В соответствии со статьей 30 Декларации о правах коренных народов, военная деятельность на землях или территориях коренных народов не проводится за исключением случаев, когда ее проведение оправдано наличием соответствующих государственных интересов или в ее отношении имеются иным образом свободно выраженные согласия или просьбы со стороны соответствующих коренных народов. Мы знаем о том, что такого запроса не было. Кто такие коренные народы, чья жизнь была нарушена, вырвана с корнем и во многих случаях прервана этой войной? И, конечно же, мы говорим о коренных народах Украины, крымских татарах, караимах, крымчаках. Война задевает и тех, кто живет на своей традиционной родине, Крымском полуострове, оккупированном Россией, где с началом войны резко усилились всевозможные преследования активистов коренных народов. Крым милитаризируется и используется как платформа для ведения военных действий. Война также изменила жизнь тех коренных народов, которые переселились на материковую часть Украины после незаконной аннексии Крыма в Россию в 2014 году. Многие из них, в том числе некоторые из наших сегодняшних выступающих, снова были вынуждены покинуть свои новые дома, перебравшись в другие регионы Украины или за границу. Если мы добавим к этому историческое измерение геноцида крымских татар в 1944 году Сталинским Советским Союзом, то масштаб продолжающихся коллективных страданий крымских татар из-за действий России настолько велик, что его нельзя ни представить, ни объяснить. Кроме этого, сюда нужно добавить коренные народы России. В этой войне четко понятно, кто агрессор, а кто жертва. Тем не менее, в контексте постоянного форума следует отметить, что коренные народы России также несоразмерно затронуты войной. В то время и мы говорим о том, что именно среди представителей национальных меньшинств коренных народов России имеет наивысший уровень на душу населения. Тут мы говорим о таких коренных народах, как буряты, осетины, тувинцы, коренные народы Дагестана и так далее. Я не думаю, что это отражает их желание убивать украинцев. Скорее, это отмечает печальное, маргинальное, социально-экономическое положение этих народов, которые вынуждают молодых людей идти в армию, ведь это последняя возможность спасти от безработицы, злоупотребления психотропными веществами и преступности. В то время как действия России против Украины были объявлены геноцидом многими институциями, в том числе парламентом моей страны Эстонии,
путинский режим параллельно совершает аналогичное преступление против собственного народа, в частности, коренных народов. Это тоже заслуживает того, чтобы осветить и обсудить сегодня. Основная цель сегодняшнего параллельного мероприятия – услышать из первых уст экспертов по коренным народам и правозащитников из Украины и России о влиянии этой войны на коренные народы с обеих сторон. И сейчас мы услышим вступительные речи, а потом у нас будет отдельная сессия для того, чтобы обсудить состояние коренных народов в Украине, России. И после этого будет возможность представителям миссии и экспертов по коренным народам из других регионов выступить со своими комментариями, если будет такое желание. Мы планируем завершить мероприятие за 1 час, но при необходимости мы сможем его продлить, чтобы больше людей могло получить слово, поэтому мы с пониманием относимся к тому, что некоторые из вас придется покинуть нас раньше. Первая часть данного мероприятия транслируется на странице в Фейсбуке, и также у нас есть перевод с украинского, русского на английский и наоборот. Вы сможете найти опцию перевода на нижней панели приложения Zoom. И сейчас, без дальнейшего промедления, я бы хотел передать слово первому заместителю министра иностранных дел, мисс Джапар, которая выступит с видеообращением, записанным ранее. Dear participants, as a representative of the government of Ukraine and a Crimean Tatar, I would like to thank you all. Уважаемые участники, я представляю правительство Украины, а также коренной народ крымских татар. На протяжении 8 лет коренные народы Украины страдали от оккупации. Но при этом это началось давно, несколько сотен лет назад, и также все знают о депортации крымских татар. Если говорить о преступлениях, которые совершаются против коренных людей, то их сложно описать словами. Коренные народы сейчас борются за независимость Украины в рядах украинской армии, для того, чтобы обеспечить свободу и независимость Украины. Россия пытается оправдать войну против Украины необходимостью освобождения Украины. Но необходимо понять, что на самом деле вооруженные силы России вторглись на территорию Украины. Политика России в моей родине, в Крыму, также направлена на ассимиляцию и на уничтожение коренных народов. Россия обстреливает Украину ракетами, страдают женщины, дети. И Украина сегодня борется не только за свою независимость, но и за весь мир. Поэтому вы должны сделать все возможное для того, чтобы остановить войну против моей страны, для того, чтобы Россия не смогла стереть с лица истории, культуру наших народов, проживающих на территории Украины. Спасибо. Thank you to Ms. Джапар. And next, Спасибо, госпожа Джапар. И сейчас мы бы хотели передать слово Сергею Кислице, чрезвычайному и полномочному послу Украины в ООН. Спасибо. Уважаемые участники, уважаемые друзья, сегодня 71-й день полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Но агрессия России против Украины началась в 2014 году со временной оккупации территории Крыма. В результате первыми, кто пострадал
от этих действий и должны были покинуть свои дома. Это коренные народы. И сейчас они снова под атакой, под угрозой. И также они страдают те, кто пребывает сейчас на территории, временно контролируемой Россией. За последние месяцы Россия оккупировала некоторые регионы Херсонской области, Запорожской области, где традиционно проживают крымские татары на территории Украины. Херсонская область, Запорожская область сейчас находятся под оккупацией, и мы знаем о том, что там сейчас происходят исчезновения людей, включая представителей коренных народов, а также существуют пытки и так далее. Такие действия представляют высокий риск, в том числе для представителей коренных народов. И есть опасения, что они не смогут вернуться в свои дома. В 21 веке мы не только являемся свидетелями, но и жертвами таких действий. И это нельзя принимать. И необходимо также работать еще больше после победы для того, чтобы достичь нашей общей цели, остановить Россию, чтобы Россия не смогла разрушить Украину и коренные народы, проживающие на ее территории. Спасибо. И сейчас мы переходим к следующей сессии сегодняшнего мероприятия. Мы сможем предоставить слово представителям коренных народов. И первому предоставляю слово господину Рифату Чубарову, главе Меджлиса крымско-татарского народа, представительского органа данного коренного народа. Господин Чубаров, слово вам. Уважаемые представители дипломатических миссий, дамы и господа, поскольку тема нашего сайд-ивента «Вооруженная агрессия России против Украины. Воздействие на коренные народы», то позвольте обратить ваше внимание на то, что, собственно, вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины началась в феврале 2014 года, когда российские войска вторглись на Крымский полуостров, и под дулом автоматов Москва сымитировала действия, которые Кремль и по сей день безуспешно пытается представить в качестве некоего референдума, на котором население Крыма якобы реализовало свое право на самоопределение, решив присоединить Крым к России. Тогда, в феврале-марте 2014 года, ни ООН, ни иные международные организации, включая ОБСЕ, Совет Европы, не смогли предпринять эффективных действий, которые заставили бы Российскую Федерацию отказаться от своих преступных планов в отношении украинского государства и в целом против глобального мира. Конечно, международное сообщество, ООН, не признало попытку аннексии Российской Федерации Крыма, осудила действия Российской Федерации, но эффективных действий мы тогда так и не дождались. Страшные последствия несостоятельности ООН и ее институтов эффективно защищать глобальный мир согласно нормам и принципам международного права в случае, когда агрессором выступает государство, постоянный член Совета Безопасности ООН, как в случае с Российской Федерацией, наступили 24 февраля и продолжаются вот уже 71-й день. Вследствие ожесточенных и кровопролитных сражений, вызванных полномасштабным вторжением российских войск на материковую часть территории Украины, убийство тысяч мирных жителей Украины, разрушение десятков городов и поселков страны, внимание международного сообщества к
положению с правами человека и правами коренных народов Украины, крымско-татарского, караимского и крымчакского, как бы отошло на второй план. Тем более на новооккупированных территориях Украины, Херсонской и части Запорожской областей, спецслужбы Российской Федерации развернули целенаправленное преследование активистов гражданского общества, включая и представителей коренных народов Украины. В то же время оккупированный Российской Федерацией в 2014 году Крымский полуостров, колыбель всех трех коренных народов Украины, крымско-татарского, караимского и крымчакского, превращен оккупирующей державой в военный плацдарм, откуда армады российской военной техники и десятки тысяч российских солдат утром 24 февраля 2022 года вторглись на материк Украины. С территории оккупированного Крыма российские войска ежедневно осуществляют ракетные обстрелы городов Украины. С крымских аэродромов вылетают самолеты военные, чтобы бомбить украинские города. Конечно, все эти факты станут основанием для привлечения Российской Федерации к ответственности и наказанию за столь явное и циничное попрание международных актов о правах коренных народов, в частности, запрета использования их территорий для военных целей. Хочу сказать, что в течение 8 лет российско-украинской войны выкристаллизовалась украинская политическая нация, составной частью которой являются и коренные народы Украины. Представители коренных народов Украины вместе с другими гражданами Украины с оружием в руках защищают суверенитет своего государства. Я хочу в завершении заметить о том, что героический отпор вооруженных сил Украины российским захватчикам, высокий моральный дух и единство украинского общества, беспрецедентная международная поддержка Украины, противостояние российской агрессии сейчас укрепили надежды жителей временно оккупированного Крыма на освобождение их от российских захватчиков. Мы не сомневаемся, что так оно и будет. Спасибо вам за внимание. Thank you, Mr. Chubarov, for this statement. Спасибо, господин Чубаров, за ваше выступление, а также за ваше лидерство в такое важное время в истории крымских татар. Сейчас я бы хотел передать слово господину Эскендеру Бариеву, главе правления Крымско-татарского ресурсового центра. Весь НДЛР. Добрый день, уважаемые дамы и господа, братья и сестры. Выражаю благодарность странам-членам, поддержавшим резолюцию, благодаря которой было приостановлено членство России в Совете по правам человека из-за грубых и систематических нарушений прав человека российскими военными во время полномасштабного вторжения в Украину. Россия пытается представить попытку аннексии Крыма как волеизъявление некоего крымского народа, которого не существует в природе. Ведется фальшивая пропаганда, что за время оккупации Крыма России не пролилась кровь. Во время оккупации Крыма России в упор были расстреляны офицеры вооруженных сил Украины, похищены и по-зверски убиты активисты, которые демонстрировали свою гражданскую позицию. Безнаказанность России за преступные действия в Украине с 2014 года привела к еще более жестокому и кровавому полномасштабному военному вторжению. Российская армия нанесла уже около 2000 ракетных ударов по территории Украины, в том числе крылатыми ракетами и фугасными авиабомбами, которые запрещены Международной конвенцией ООН. В результате ракетных обстрелов нанесены значительные разрушения памятникам культурного наследия коренных народов Украины и Матери Земле.
Убиты мирные жители разных этнических групп и конфессий, представители коренных народов, в том числе дети. Я не могу не отметить гибель 17-летнего эмира Белялова, представителя коренного крымско-татарского народа, который погиб от российской ракеты, попавшей в дом в 5 утра в первый же день массовой бомбардировки территории Украины. Родину коренных народов Крым и акватории Азовского и Черного морей Россия использует как плацдарм для военной техники и бомбардировок Украины. А представители коренных народов из оккупированных территорий Украины, а также Российской Федерации призывают вооруженные силы Российской Федерации и направляют на войну против Украины. Данные действия нарушают статьи 29 и 30 Декларации ООН о правах коренных народов. В оккупированном Крыму проводятся систематические задержания, обыски и аресты, запугивают людей. Подобная практика применяется на новых оккупированных территориях, но еще в более жестокой форме, когда вооруженные люди незаконно врываются в жилье, применяют физическую силу, забирают деньги и ценности, гаджеты, а также автомобили. А людей могут отвезти в места для допросов и пыток, которые они сформировали на базе учебных заведений. Так, например, в Геническе на базе 17-го училища. Оккупантами создан специальный список активистов, которые имеют прямое отношение к представительному органу коренного крымско-татарского народа, Меджлису крымско-татарского народа. Так были задержаны и находятся в местах несвободы заместитель председателя Херсонского регионального Меджлиса Насрулла Сейдалиев, а также активисты Арсен Ибраимов, Рустем Гугурик, Рустем Османов. 20 случаев задержаний или насильственных похищений и местонахождение Мимичаева Артура, Рахимова Дильшата и Руслана неизвестны по сей день. Были проведены как минимум 18 незаконных проникновений в жилье коренных народов, даже в их отсутствие. При этом мы не можем гарантировать, что мы даем полную информацию, потому что люди боятся нам сообщать. Только за первый квартал 2022 года Россия провела более 20 военных учений на территории полуострова с участием более 11 тысяч военнослужащих и более 600 единиц боевой специальной техники. А с 24 февраля начала переброску войск на материковую часть Украины и оккупировала новые территории Херсонской и Запорожской областей. В результате политики геноцида крымско-татарский народ стал меньшинством на своей родине. Проводится активное замещение населения Крыма. Используя репрессии, запугиваются коренные народы, которые целенаправленно выдавливаются за пределы Крыма, как нелояльное к России население. А более 600 тысяч россиян завезены из России в Крым. Около 30 тысяч крымских татар были вынуждены его покинуть. В Крыму заставляют получать российские паспорта, а людей, которые отказываются, лишают права на собственность или депортируют из Крыма. В связи с полномасштабной военной агрессией России против Украины около 7 тысяч представителей коренных народов стали ВПЛ, внутренне перемещенными лицами, или беженцами из новых оккупированных территорий. При этом отслеживаются четкие тенденции продолжающегося преследования по религиозным, этническим и политическим мотивам. Продолжается нарушение прав на свободу слова, свободу религии и совести, свободу мирных собраний. На данный момент, в соответствии с классификацией Крымско-татарского ресурсного центра, 242 политзаключенных и преследуемых по уголовным делам за период оккупации Крыма, 173 из которых представители коренного крымско-татарского народа. На данный момент 97 представителей коренного народа находятся в местах несвободы. Действия Российской Федерации являются преступными, политически мотивированными, грубо нарушают международное право. Мы уверены, что только при активном совместном противодействии грубому нарушению прав человека и военным преступлениям, которые совершает Россия, мы сможем спасти не только коренные народы, но и Украину
и Европу, и весь мир. Спасибо за внимание. Thank you, Iskander, for your statement. Спасибо, господин Бариев, за ваше выступление, за то, что вы предоставили аналитические данные касательно ситуации с коренными народами в Украине. Уже говорилось о том, что коренные народы Украины включают также и караимов, и крымчаков. И сейчас я бы хотела дать слово госпоже Елене Арабаджи, главе Национального культурного караимского центра «Джамат». Спасибо, господин Олівєр. Вітаю, шановні учасники нашої зустрічі. Салям, братья и сестры. Мне тяжело сегодня говорить, но я буду говорить от имени коренного народа Украины, караимов. Наша историческая родина, Крымский полуостров. Мой народ очень маленький, менее 2000 человек, но мы имеем свою достойную историю, свою культуру. У нас есть свой язык, свои традиции, которые мы свято храним. В прошлом году президент Зеленский подписал указ о признании караимов, крымчаков, крымских татар коренным народом Украины. И это было очень достойное и радостное событие для нас всех. Я сейчас представляю караимов Украины и общину караимского города Мелитополя, который находится в оккупации. И хочу сказать, что та агрессия, военный захват Украины нанес такой удар по моему народу. 50% караимов сейчас покинули свои земли. Я могу сказать на примере своей семьи, на примере своей родины такой большой, которая более 200 лет живет в Мелитополе, что она сейчас разбросана по 4 странам мира. Караимы осели в Литве, в Хорватии, в Израиле, в Греции, в Германии. Вот. Я благодарна этим странам за прием, но мы помним, где наша историческая родина Крым, и мы хотим туда вернуться. Я пережила лично 2 месяца оккупации. Вот тут я вижу, что присутствует моя подруга Лейла Ибрагимова. Она тоже, наверное, сегодня будет выступать. Я помню нашу последнюю встречу на митинге. Мы подошли, обнялись на митинге в поддержку армии нашей, свободы Мелитополя, обнялись. И никогда я не думала, что вот мы сейчас разбросаны вот так по всему миру. Лейла, я тебя обнимаю и очень надеюсь, что мы вернемся в наш город, и наши народы будут достойно продолжать жить в свободной и вольной Украине. Считаю, то, что происходит сейчас с караимами, с крымчаками, с крымскими татарами, является геноцидом, прямым геноцидом, истреблением коренных народов Украины. Призываю уважаемых участников сегодняшней встречи поддерживать нас в нашей борьбе. Слава Украине, героям слава! Спасибо за предоставленное слово. Thank you very much, Ms. Arabaji. And indeed, I will Спасибо, now... госпожа Арабаджи. И сейчас я действительно хотел бы передать слово госпоже Лейле Ибрагимове, которая... Я рад, что она сегодня с нами. Госпожа Лейла Ибрагимова является депутатом Запорожского областного совета и также директором Мелитопольского краеведческого музея. Госпожа Ибрагимова, слово вам. Шановне товариство, мене звати Лейла Ібрагімова. З 1974 року я проживаю в місті Мелітополі. Я кримська татарка, представниця корінного народу України. Працюю директоркою Мелітопольського міського краєзнавчого музею. У 2020 році була обрана депутаткою Запорізької обласної ради. І ніколи не думала, що в 21 сторіччі стану свідком окупації. Після початку повномасштабного вторгнення Росії місто Мелітополь було окуповано вже 25 лютого. Наразі мій народ потерпає від військових та колаборантів в моєму місті. 10 березня мене викрали з мого будинку. Я була першою людиною, яку російські військові затримали в Мелітополі. О 6 ранку озброєні російські солдати увірвалися до мого дому. Їх було багато, і всі вони з автоматами в руках. Обшукували всі кімнати мого приватного будинку та навіть горище та підвал. В той час нас було 8 людей, мій чоловік і 7 жінок.
Всі ми були дуже перелякані. Спочатку я дуже розгубилася, але трохи оговтавшись, почала питати, на підставі чого вони прийшли. Отримала відповідь на підставі воєнного стану. Вторгнення було незаконним, вони не надали жодних документів. Вони одразу забрали телефони та обшукали будинок. Після обшуку запитали, хто з 7 жінок Лейла Ібрагімова. Вони все про мене знали. Мене посадили в авто, надягли на голову чорний мішок, везли дуже швидко в невідомому напрямку. Я опинилася в камері, де почався допит, який здійснювався з ФСБшниками в балаклавах, які постійно змінювали один одного. Їх цікавила інформація про мої зв'язки з Меджлісом кримськотатарського народу та про музей. Вони питали, які теми в нашому музеї висвітлюються, які є розділи. Я їм говорила, що ви ж розумієте, що таке краєзнавчий музей. У вас в Росії є краєзнавчі музеї. У нас про все, про природу, історію, видатних людей, картини є. Потім питали про іслам, історію, а також чому я ходила на проукраїнські мітинги. На мітингах вони акцентували. Один з окупантів намагався стиснути. Мовляв, що вже є люди, які їм всіх здали, розповіли все, що вони хотіли знати. Вони погрожували мене, попереджали, що влада у місті тепер вони. Я відповідала, що в мої плани не входить з ними співпрацювати. Після 3 годин допиту мені знов натягли мішок чорний на голову, посадили в машину і дуже швидко десь їздили, щоб я не зрозуміла, куди везуть. Мені дуже пощастило, що мене відпустили. А увечері того ж дня подзвонили співробітники і сказали, що в музеї проводили обшук. Окупанти розтрощили замки, заходили в фонд, де зберігалося скіфське золото. Але в той день було викрадено техніку і документи. 11 березня ми прийшли в музей. Нам пощастило, що військові не знайшли відеорегістратор. Тому ми скопіювали відео і передали до департаменту культури. На відео видно, як вони виносили речі з музею. Обшук тривав близько 50 хвилин згідно відеозапису. В місті вже було дуже багато військової техніки та солдат РФ. Я, як директорка музею, розуміла, що ми маємо переховати експонати. Ми закопали колекцію скіфського золота та інші цінні предмети у підвалі, який не значився в документах. Я розуміла, що є велика небезпека для колективу. Ми вирішили, що будемо проходити на короткотривале чергування. 26 березня, коли працівники прийшли до музею, вслід за ними зайшли військовий РФ та колаборанти. Вони змінили замки в музеї і сказали, що тепер це їхня відповідальність. Приходити в музей більше не треба. А 20 квітня окупанти призначили нового директора, колаборанта Євгена Горлачова. Після чого почались обшуки у співробітників і навіть викрадання. Горлачов та військовий РФ цілий тиждень ретельно обшукували музей. Допитували поодинці співробітників, але ніхто не надавав їм інформації. І врешті-решт вони дійшли до підвалу і викрали все знайдене. Наразі я не знаю про місценаходження колекції. Дуже сподіваюся, що культурне надбання народу повернеться в Україну, а саме у звільнений мій рідний Мелітополь. Дякую за увагу і слава Україні! Thank you, Ms. Ibrahimova, for, Спасибо, госпожа Ибрагимова, за то, что вы поделились своей личной историей. Спасибо за вашу смелость. И то, что вы рассказали, вдохновляет людей в Украине и по всему миру. Именно ваша сила. И сейчас я бы хотела передать слово представителю Крымчаку, господину Амброзову. Огромное спасибо. Пани Лейла,
те, що ви розповідаєте, дуже зворушливо і дуже боляче це чути. Я вас обіймаю, і я думаю, що Ксметолса в нас все буде добре. Шановні учасники, можна українською чи російською? Ну, я так понимаю, что можно и по-русски. Уважаемые господа, дамы и господа, я каждому благодарен за тот, кто принимает участие в этой беседе. Очень важно сегодня слышать то, что мы слышим. Крымчаки – это самый малочисленный народ среди коренных. Нас на территории Украины проживает 406 человек. Из них большая часть сейчас находится на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Мы каждый месяц, каждый день и каждую неделю очень старались находить друг друга, тех, кто выехал и так далее, за пределы временно оккупированной территории, для того, чтобы собираться, для того, чтобы создавать какие-то общие вещи, общие ценности. И эта война, которая, горячая фаза, которая началась 24 февраля, она все эти планы, конечно же, поломала. Большинство людей, которые собирались очень тяжело, они были вынуждены уехать. И как у крымских татар, как у крымских караимов, такая же история, что большинство людей, которые уехали, они, по сути, уезжали дважды. Первый раз, когда в 2014 году Крым был оккупирован Российской Федерацией, а второй раз, когда часть территории Украины была оккупирована, часть территории Украины, а остальная часть, она продолжала обстреливаться, и поэтому ни дети, ни женщины не должны жить в таких условиях, и большинство людей были вынуждены уехать. Часть из них в Израиль, часть из них в страны Европейского Союза. Учитывая, что крымчаки – это иудеи, то есть большой риск, что если это затянется, то крымчаки с Израиля могут не вернуться, постепенно ассимилироваться там. И то, что произошло 24 числа и происходит, и продолжает происходить сейчас, я поддерживаю тех, кто считает, что это геноцид и украинского народа, а также других народов, которые проживают на территории Украины. Единственное, что для коренных народов это более опасно, потому что по караимам, по крымчакам речь идет уже о единицах людей. И я очень горд тем, что мы с вами принадлежим к одной большой политической украинской нации, которая незламна, которая готова сопротивляться и которая готова отдать очень много для того, чтобы продолжать чувствовать себя достойно. Я очень надеюсь, что все мы сможем вернуться в свои дома и что мы сможем вернуться в Крым как хозяева, потому что это наш дом, и Ксметолса, даст Бог, мы наведем там свой порядок, мы будем чувствовать себя там как дома, и мы будем чувствовать, что мы можем создать себе такие условия, при которых каждый коренной народ на территории Украины будет себя чувствовать как тот, который является частью созидательного общества для каждого из тех, кто проживает на территории Украины. Еще раз очень рад каждого из вас видеть и огромно выражаю благодарность тем людям, которые создали возможность сегодня с вами встретиться, и обнимаю каждого из вас за вашу проактивную позицию. Спасибо. Thank you very much, Mr. Lombroso. We will now look at the... Спасибо, господин Ламброзо. Сейчас мы посмотрим на другую сторону медали, так сказать, как уже
было сказано, российская агрессия против Украины также негативно влияет на коренные народы России. У нас будет короткая сессия, посвященная этому вопросу. У нас есть представители различных коренных народов России. И сейчас я бы хотела передать слово господину Павлу Солондигу, члену правления Международной организации за права коренных народов, который также был членом постоянного форума и в прошлом представитель народа УДГ России. Слово вам. Большое спасибо, Оливер. Спасибо организаторам за такую важную встречу. Я буду очень короток, чтобы мои друзья и коллеги сумели выступить. Единственное, хотел бы сказать, что после того, как случилась эта агрессия Российской Федерации против Украины, естественно, как мне кажется, да, нормальные люди, в том числе представители коренных народов России, конечно, были ошарашены этой войной, которую Россия начала. И мы стали объединяться для того, чтобы помочь противостоять этой агрессии Украине и коренным народам Украины. Я хотел бы сказать, что у нас прошли встречи между коренными народами Украины и России, и мы приняли два заявления, одно из которых я хотел бы зачитать, потому что мы считаем очень важным, чтобы позиция коренных народов была донесена до международного сообщества. При этом это заявление мы приняли от коренных народов Украины и России, однако это заявление мы не называем таким образом, потому что мы надеемся, что к нашему заявлению присоединятся и другие коренные народы во всем мире. Итак, заявление коренных народов в связи с полномасштабной военной агрессией России против Украины. 20 февраля 2014 года Российская Федерация вторглась в Украину, в результате чего были оккупированы Автономная Республика Крым и город Севастополь, родина коренных крымско-татарского, караимского и крымчакского народов, а также отдельные районы Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину. В результате ракетных обстрелов по украинским населенным пунктам погибли тысячи мирных жителей, представители разных этнических групп и конфессий, среди которых сотни детей. Представители коренных народов Украины также гибнут под бомбами, ракетами и пулями российских военных. Представители коренных народов России и оккупированных территорий Украины гибнут на этой войне, вынужденно подписывая контракты с вооруженными силами Российской Федерации, так как брошены в нищету путинским режимом. Мы, представители коренных народов Украины и России, выражаем поддержку украинскому народу в борьбе против российской агрессии. Осуждаем варварскую и неспровоцированную войну, развязанную путинским режимом против народов независимой Украины. Мы осуждаем преследование и репрессии в отношении коренных народов как на территории России, так и на территории оккупированных Российской Федерацией территориях Украины. Мы осуждаем российские организации коренных народов, которые публично поддержали военную агрессию России против Украины и ее коренных народов. Мы обращаем особое внимание на нарушение Декларации ООН о правах коренных народов, в особенности статьи 30, которой запрещена любая военная деятельность на землях коренных народов без их свободного, предварительного и осознанного согласия, в том числе призыв представителей коренных народов России и Украины в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Мы призываем создать независимую международную комиссию с целью изучить и подготовить доклад о влиянии вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины на коренные народы России и Украины. Мы рекомендуем Совету по правам человека учредить мандат специального докладчика по положению коренных народов в условиях межгосударственного конфликта. Рекомендуем включить Декларацию ООН о правах коренных народов в перечень стандартов универсального периодического обзора Совета по правам человека. Мы также рекомендуем разработать план гуманитарного реагирования ООН по защите прав коренных народов, пострадавших в военной агрессии России против Украины. Подписались под этим заявлением Даржо Дугаров, Бурятское демократическое движение, Тьян Заочно и Клименко, Международный комитет коренных народов России, Дмитрий Бережков,
информационный портал России коренных народов, Ренцен Далян, Конгресс Айрат калмыцкого народа, Эскендер Бариев, Крымско-татарский ресурсный центр, Людмила Коротких, Крымско-татарский молодежный центр, Зарима Бариева, Комитет по защите прав крымско-татарского народа, Елена Арабаджи, глава Национально-культурного караимского общества Джамаат, Данилов Андрей Федорович Саами, Международный комитет коренных народов России, Яна Танагашева Шорка, Международный комитет коренных народов России, Владислав Танагашев Шорец, Международный комитет коренных народов России и Ирина Шафранник Селькупка, Международный комитет коренных народов России. Спасибо большое. Thank you, Mr. Sulian-Ziga. And, Большое спасибо, господин Сулян-Зига. И сейчас я предоставляю слово господину Дмитрию Бережкову, который представляет Международный комитет коренных народов России, и который также подписал данное обращение. Господин Бережков, слово вам. Я представляю Камчатка. Большое спасибо, господин. Что коренные народы России страдают от войны. Конечно, это непропорционально страданиям коренных народов Украины. Страдают как участники военных действий. То есть наши представители коренных малочисленных народов погибают на военных действиях. Конечно, они несут за это ответственность. Однако гибель даже нескольких представителей коренных народов, учитывая малочисленность некоторых народов России, например, этельмены составляют около 2000 человек, является большим горем и бедой. Продолжается разорение земель коренных народов и загрязнение их территорий и отъем бизнесом, который продолжает свою экспансию. Может быть, вы знаете, что большинство природных ресурсов, нефть, газ, уголь и другие ресурсы добываются на землях коренных народов Севера Сибири и Дальнего Востока России. И вот в условиях войны путинский режим для того, чтобы ослабить и поддержать свой бизнес, начинает ослаблять экологические требования. Взамен западного бизнеса приходят китайские, индийские инвесторы, которые не обращают никакого внимания на права коренных народов и права человека. Продолжается преследование коренных народов и активистов за их позицию за позицию по защите прав коренных народов. Некоторые представители коренных народов были вынуждены бежать из России, в том числе уже после начала военных действий, из-за таких преследований. Но самое важное, что я бы хотел обратить внимание, не буду перечислять все аспекты влияния войны на коренные народы, это оголтелая пропаганда, которой занимается Российская Федерация и органы власти, вовлекая в это представителей коренных народов для того, чтобы показать, что все многонациональное общество России поддерживает войну. Многочисленные ролики, которые снимаются представителями коренных народов, танцы, которые показывают поддержку Путина, это все организуется специальными пропагандистами, в которые сегодня превратились организации коренных народов, такие как Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока, Райпон и другие организации. Они вовлекают коренные народы в пропаганду и занимаются также пропагандой на международном уровне. Мы считаем, что руководители российских организаций коренных народов, таких как Райпон, Межрегиональная общественная организация, информационная образовательная сеть Лаура Ветлан, Ассоциация финно-угорских народов России, Межрегиональная общественная организация объединения коренных малочисленных народов «Союз», руководство которых официально поддержало преступные действия президента Путина по развязыванию агрессии против Украины, не должны представлять коренные народы на международном уровне и не должны давать своих представителей в международные организации, такие как Постоянный форум ООН. Допустим, Алексей Цикарев, который является членом Постоянного форума, как раз является представителем Ассоциации финно-угорских народов России. Антонина Горбунова, которая является членом экспертного механизма ООН по вопросам коренных народов от России, также является исполнительным директором Общественного объединения малочисленных народов «Союз». Мы обращаемся к Организации Объединенных Наций, в частности к президенту КАСОК, с требованием лишить организации, поддержавшей агрессию России против Украины, консультативного статуса при КАСОК ООН и не допустить назначения представителей этих организаций во вспомогательные органы ООН, такие как Постоянный форум по вопросам коренных народов и экспертный механизм по вопросам коренных народов. Вы знаете, у нас только что состоялся диалог региональный по Восточной Европе, который
где председательствовал Алексей Цикарев. И он сказал о том, что мы недостаточно подготовились, называя его фамилию в качестве представителя организации, которая поддержала в агрессию в Украине. Но это черным по белому написано на сайте постоянного форума, что он номинирован Ассоциацией финно-угорских народов России. Это организация, которая официально поддержала войну. Поэтому мы считаем, что такие организации не имеют права представлять коренные народы на международном уровне и вообще морального права рассуждать о правах коренных народов. Также обращаемся с просьбой к международному сообществу создать независимую комиссию с целью изучить и подготовить доклад о влиянии вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины на коренные народы, как Украины, так и России. Спасибо. Thank you very much, Mr. Bereshkov, for your very clear messages. Большое вам спасибо за ваше четкое заявление. Действительно, нужно лишить возможности представительства этих организаций в независимых международных организациях, в том числе в институциях ООН. Сейчас я бы хотела передать слово господину Никите Андрееву, который представляет технократическое движение народа Сака. Слово вам. Wait a bit, let us unmute you. Please. Hello, everybody. My name is Nikita Andreev, and I'm Добрый день всем. Меня зовут Никита Андреев, и я представляю свой народ. Я представляю Республику Саха, которая находится на северо-востоке России. И я хочу сказать, что наше демократическое движение выступает против войны в Украине. И мы хотим, чтобы российское правительство прекратило агрессию. И самая большая проблема, что наше местное правительство выполняет решения Москвы, и очень часто это происходит вопреки воле представителей коренных народов. У нашего народа также есть другие проблемы, в том числе экологическая, и вы знаете, что наши регионы богаты минеральными ресурсами, это газ, нефть и так далее, но сейчас все деньги от продажи направляются в Москву, включая налоги, которые направляются в федеральный бюджет. И при этом разрушается экосистема, загрязняется земля, реки, и у нас возрастает случаев заболевания раком среди молодого поколения. В 90-х годах местное правительство могло принимать решения касательно лицензии и выдачи решений. И сейчас Москва принимает все решения. Мы, люди Сака, считаем себя частью земли, и мы должны защищать нашу землю. Но сейчас мы видим противоправные действия в нашей республике. И большинство местных жителей выступают против этого, потому что это может разрушить экосистему наших территорий. Но органы местного самоуправления не прислушиваются к нам. Также я бы же хотел сказать про Александра Габышева. Вы знаете, что он шаман. Он все еще находится в тюрьме из-за своих политических взглядов, что является нарушением основных прав человека. Александра должны незамедлительно освободить. Большое спасибо за ваше внимание. Это все, с чем я хотел выступить. Спасибо, господин Андреев, за ваше выступление. Сейчас я бы хотел дать слово господину Дугарову, который представляет Бурятское национальное движение. Слово вам. Mr. Dorja Dugarov. Господин Дугаров, мы вас не слышим. Okay, if we don't hear from Mr. Dugarov, then Мы не можем сейчас услышать господина Дугарова, и в этом случае я бы хотела предоставить слово госпоже Яне Танагашевой. Тихо. Здравствуйте, спасибо. Спасибо за предоставленное слово. Я скажу только очень кратко. Я поддерживаю все заявления
сегодня озвучены. Я также хотела сказать, что само российское государство, оно является расистским. Люди не русские, не славянской национальности в России – это люди второго сорта. И это подтверждаю я, мои дети, мои родные. И я думаю, что нужно документировать сегодня акты расизма в отношении коренных народов Севера Сибири и Дальнего Востока. Отдельно я бы хотела еще обратить ваше внимание на сбор информации в будущем о влиянии войны на женщин и детей из числа коренных народов. Это очень важно, коренных народов Украины и России. Спасибо большое, очень кратко. Thank you, Yana. So Yana represents the Shore people. Спасибо, Яна. И мне кажется, что господин Дугаров уже готов выступить. Мы вас не слышим. Сожалею. Сожалею. И сейчас мы можем завершить сессию сегодняшнего заседания, которая была посвящена коренным народам России. Сейчас мы прекращаем трансляцию на Фейсбуке. Сейчас я получу подтверждение, что это произошло. И я надеюсь, что сейчас мы сможем свободно обменяться идеями, так как не будет больше трансляции на странице в Фейсбуке. И сейчас я бы хотела